24 сентября произошло крупное ДТП с участием народного писателя Якутии Николая Лугинова, унесшего жизнь годовалого ребенка. И интернет-сообщество сразу накинулось на писателя с обвинениями, несмотря на то, что дорога – это жизнь, а от аварии никто не застрахован на самом-то деле. Вопрос в другом. Как вы считаете, присутствует ли в нашем обществе атмосфера нетерпимости, агрессии? И если да, то с чем это связано? Конечно, это несчастье. Факт состоялся, несчастье произошло, трагедия. В каждом случае решается судьба человека. Человек должен нести адекватно по закону ответственность. Другого варианта нет. Иногда про меня говорят о том, что вот Егор Ахманович кому-то там может обратиться, кому-то помочь. Многие, кто рядом со мной, это хорошо знает и ко мне не обращается. Николай Алексеевич, если бы не знал, он ко мне бы тоже обратился. Сказал бы: Егор Ахманович, вот ситуация такая, давай помоги мне. Но он знает мою позицию, он ко мне не обращается. Я, например, за всю свою деятельность, Верховному суду, например, республики, ни разу не обратился. Хотя они подозревают, там всякие рассказывают, ни разу. Я единственный раз обратился по отношению одного человека, когда речь шла о рассмотрении дела на коллегии. Не на суде, не в Верховном суде, а на коллегии. Когда люди, много народа обсуждают. И тогда я просто обратился в связи с тем, что ко мне обратился с заявлением человек. И это заявление я переадресовал коллеге, потому что речь шла. Но не адресовал, сказал, соблюсти объективность рассмотрения дел. Все, я отправил. Вот это единственный случай был. Больше в моей жизни не было такой практики. Поэтому с точки зрения ответственности человека, с точки зрения, это должен определить суд и закон. Конечно. Ну а что касается второй части вопроса, о том, что агрессивность, если нет, во-первых, я по себе это знаю. Потому что определенная группа людей или определенная группа, которые ищут какой-то интерес и решают свои узкие интересы, они постоянно на мою персону нападают. Постоянно. Это я знаю. И я по себе это чувствую, знаю, так? Но я не реагирую, потому что я вижу, что вот эта агрессивность, это состояние определенного круга лиц в свое время когда-то пройдет. Потому что нам пережить на это время. Поэтому тогда, когда речь шла о таких вещах, когда вот, говорят мне, ну давай судись, там, затыкай рот, там, еще такое, я говорю, терпите, и со временем все это произойдет. Если посмотреть ситуацию десятилетней давности и сравнить с сегодняшней, небо и земля, там еще хлеще было. Так. И сегодня все-таки потихоньку все это идет. А в чем причина, что такая агрессивность появляется? Те люди, которые преследуют свои цели, ну, кто-то зарабатывает на этом. Потому что не на чем зарабатывать, и они на этом зарабатывают. Чьи-то заказы выполняют. Или обиженные есть, да, которые каким-то образом хотят отбить свою обиду. Ну, есть люди, которые просто этим занимаются. Им интересно этим заниматься. Кому-то больно делать, кому-то что-то делать. Все это уйдет очень просто. Уйдет в том случае, если мы подведем это под персональную ответственность. Если бы каждый, кто пишет такие вещи, подписался бы своей фамилией, именем, отчеством, то он через определенное короткое время, мы увидим, у нас все порядок. Но сегодня допускается анонимность, сегодня допускается, человек, если он анонимный, он может идти. Если скажут, мы тебя не видим, мы тебя не слышим, он пошел бы и грабить банк. Абсолютно спокойно пошел, потому что анонимно пошел и грабил. Никто на него обращать внимания не будет. В этом случае они вот этой напряженностью, этим своими действиями, они не добиваются того, чего хорошего якобы хотят добиться. Но может быть выплеск вот этой вот агрессии еще и тем обусловлен
расслоением, очень резким расслоением общества. Да нет, я бы так не сказал, потому что там и сидят, заказчиками выступают самые такие продвинутые представители общества. Там и есть и политические лидеры, там есть и так называемые олигархи и так далее. Поэтому не надо так говорить о том, что там слишком опускавшиеся люди сидят. Просто в основном это заказ. Заказ. Так. Что касается оценки, вот смотрите, две одинаковые события, в обоих случаях неосторожные, в моем понимании. Один наехал человека здесь, ребенка, другой наехал там, зимником наехал, убили. Отношения вот этих людей, которые пишут, Да. разные. В одном большая агрессия, а в другом защита. События-то одни и те же. Или наоборот, две разные события. Один очень важный, скажем, вопиющий факт, он оценивается как бы посредственно. А другой маленький факт, например, Глушко, да, Глушко тоже субъект постоянного контроля. Вот, скажем, а на него наезжает, как будто он самый последний человек. Конечно, он, если нарушил, он ответит. Нарушает, он отвечает. Но при всем при этом оценка событий разная. Это показывает то, что это люди не объективны, это показывает то, что это люди преследуют конкретные цели и задачи. Вот так я понимаю.